Уважаемые коллеги, добрый день. Я приветствую вас всех на пресс-конференции главы Республики Ингушетия Узбека Маматкалиевича, посвященной итогам трехлетия пребывания у власти. Если у вас останутся вопросы, вы, пожалуйста, передавайте их в письменном виде, в том числе и личного характера. Мы обязательно на эти вопросы, Узбек Маматкалиевич обязательно ответит, и мы вам перешлем их на тот адрес, который вы нам укажете. Сейчас я хотела бы предоставить слово Юнусбеку Маматкалиевичу. 3 года в должности или во власти, как было сказано, это немалый срок, но и небольшой срок. Опять же, смотря какие мы цели, задачи и что для себя мы прогнозы ставили, чего мы сегодня достигли. Но, тем не менее, каждый отчетный период какого-то ответа от руководителя. Сегодня это выглядит в виде как пресс-конференции, так называемой, сегодня здесь, в этом зале. Сюда были приглашены все, я тут многих не вижу, так называемых, в том числе оппозиционных товарищей, но были приглашены все. Поэтому и сейчас я задачу поставил, опоздал, не опоздал, всех запустить в зал. Каждый имеет право голоса, задать вопрос. Это тоже новая форма общения. Нет здесь ни врагов, ни товарищей. Пришли, задавайте свои вопросы. Те, которые вас очень серьезно интересуют. Теперь готов отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста. Луиза Леймуева, ГНТРК «Магаз». Юнусбек Маматкалиевич, вот уже 3 года, как вы возглавляете нашу республику. Что вы планировали сделать в первую очередь, когда только приступали к работе? И удалось ли вам реализовать ваши идеи? Что я планировал? Первое, самое важное, 3 года назад, самое главное, конечно, было, это минимизировать преступность, остановить беспредел и максимально навести порядок в этой сфере. Но я считаю, что мы достигли хороших результатов в этом плане. И по истечению 3 лет мы все реальные люди вспоминаем, что было и что сегодня есть. Конечно, я доволен вот в этом направлении. Это вот результатом сегодняшнего дня. Да, есть много проблем, много работы. Мы видим сегодня реально и тех, кто не успокаивается. Видим тех, кто помогает им. Но опять же видим и положительную динамику. С учетом этого и спланировали дальнейшую работу в комплексе. И главное в этом комплексе это методы убеждения, а не принуждения. И дальше, я думаю, эта работа будет идти. Но опять же, главная задача была безопасность. И сегодня я скажу, что я удовлетворен той работой, которую мы провели. У нас в республике проводятся 3-уровневые выборы. Вот какие надежды вы возлагаете на них? Что вы ждете? Я всегда агитирую на то, чтобы люди вышли на выборы. Это обязанность любого гражданина, как в светском понимании, так и в религиозном понимании. Это обязанность. Если по-ингушски говорить, каштас, да, это обязанность. Мы живем на этом свете, получаем зарплату или дышим этим воздухом. Мы должны выйти. Конечно, здесь максимально должна быть организованность. То есть первая надежда на то, что все-таки люди сознательно выйдут на эти выборы. Другой вопрос, проголосуют или нет, или за кого проголосуют, это уже другой вопрос. Это по выбору каждого. Я надеюсь, что люди выйдут. Это первое. Второе, конечно, выбрать ту команду, особенно я подчеркиваю, это не столько в Государственную Думу, у нас там один кандидат, и роль большая, значимая, но не столько даже в парламент республики. Меня больше беспокоит выбор местное самоуправление. Почему? Потому что 2 года то, что мы живем по закону местного самоуправления, показывает, что огромное количество направлений депутатов еще не поняли свою роль и место, что они хозяева на земле. Я здесь больше делаю упор на местное самоуправление и надежду возлагаю на эти выборы, чтобы жители выбрали себе тех депутатов, которые будут отвечать за улицу, за дом, за мостики, за речки, за земли, за травку, то есть за все, что в этом селе есть, в этом прилегающей территории есть. Вот здесь у меня больше надежд все-таки на то, что жители осознанно проголосуют за тех, кто будет за них работать день и ночь. Вот такие надежды я возлагаю. Спасибо. Это обучение в медресе, религиозные уроки в школах, например,
учебных заведениях, институт, университет и так далее. Как вы на это сегодня смотрите и как вы это видите? Ну, скажу, я комиссию уже назначил, поставил задачу, во-первых, проверить все наши медресе. В моем понимании, медресе должны учиться те, которые имеют положительные оценки в общеобразовательных учреждениях. Никак по-другому. Почему? Потому что те же глаголы, те же знаки препинания, те же вещи, которые присутствуют и в Коране. Не зная этого, азбуку, человек не может там учиться. Это раз. Второе, в моем понимании, у нас маленький субъект. Как говорят, да, все же имамами не будут и не смогут быть. Из 1000 или из сотни человек только один. Вроде бы все прилежные. И здесь, конечно, тот, кто преподает в медресе, он должен из всего состава, как тренер, который воспитывает там юных спортсменов, должен выделить ту звездочку, которая может в последующем в религиозном плане проявить себя. Да, понятно, что по религии знание Корана – это не обязанность, да? Это не обязательство. Но знание Корана – это считается хорошей привилегией. Да? В этом плане. Но когда мы пытаемся, вот там пришло в голову родителям, вот он будет у нас мулой, вот и все. А, конечно, много с него и мула не получается. И общего образования он не получает. Вот это неправильно. Вот здесь мы хотим навести порядок. У меня есть информация, что многие родители не пускают детей в школу образовательную, а туда ходят. Вот буквально мы недавно обсуждали в Далаково, там открыли медресе. Там 40 человек учатся. Я тоже задал вопрос. У кого спрашивали, когда этих детей туда набирали? Есть ли там характеристика со школы? Какое у него поведение этого ребенка? Что он вообще из себя представляет? Это же не так, что каждый захотел. Я считаю, что это как уроки английского или там японского или китайского языка. Это не более того, чтобы выучить арабский язык, чтобы знать Коран. А не привязывать это к религии. Если мы берем таким образом, что в медресе только идут те хорошители или отличники со школы, которые могут там учиться, и не во время занятий, а это должно быть плюсом, стимулом для них, для обучения в медресе. То есть, если он учится хорошо, значит, он имеет право здесь учиться. Если он не учится там хорошо, значит, он не имеет права там учиться. Это уже право родителей кого-то приглашать учить его у себя дома, как репетиторов нанимать, да? Но ни в коем случае сувать туда всех, ради того, чтобы он выучил Коран. Это не главный стимул. Мы подрываем авторитет религии в этом случае. Почему? Потому что всякий неуч, это не только в религиозном плане, и в светском образовании, всякий неуч, он всегда пытается навязать свое там знание, незнание свои, симулируя их знаниями и портить окружающих. Это тоже мы наблюдаем. И почему-то общество больше воспринимает этого неуча, чем, казалось бы, тот, кто прошел большой путь и достиг чего-то. Вот здесь я очень серьезно к этой задаче отношусь, тем более я понимаю о подрастающем поколении и понимаю, что и в религии, в любой, должны быть и космонавты, и ученые, и физики, и академики, и все остальные, да? В том числе, в конце концов, и доярки, и водители троллейбусов, автобусов. И если человек, ребенка мы сразу в религиозную структуру отдаем и больше он ничему не учится, общее образование, конечно, с него не получится больше никто. Что страшно тоже. Здесь мое вот лично такое мнение, я и буду это обсуждать, когда сейчас вернутся с Мекки наши священнослужители основные, и буду вот этот вопрос очень серьезно обсуждать. Это раз. В медресе почему-то все ночуют и находятся, как в интернате. 3 шага от дома, но они все там находятся. И считается, что это тоже правильно. Тоже я буду это обсуждать. Я сегодня не делаю заключение по этому поводу, но буду обсуждать. Почему так? Третье, в медресе почему-то находятся представители из других регионов. Из Дагестана, из Чеченской республики, и Северной Осетии, и с Кабардино-Балкарии. С ночевками, со всеми делами. И когда я спрашиваю разрешение родителей, отметку участкового, ничего не соблюдается. Обучая такому религиозному делу, да, он без регистрации, без ничего просто пришел и находится. Незаконно. Это тоже неправильно.
То есть мы старшие на это тоже как бы смотрим сквозь пальцы. Здесь будет спрос из участкового, из глав администрации, но, естественно, с того имама, который там допускает у себя на территории вот такие вольности. Все должно быть в рамках закона. И никто не отменял закон. По поводу школ скажу. Тема, когда в школах преподают только религию ислам, мне не нравится. Мне не нравится. И когда мне кто-то пытается сказать, что если мы им расскажем про другие религии, он типа бросит ислам, ему понравится там православие, он уйдет туда. Но это уже право родителей кого-то приглашать, учить его у себя дома. Человек сам решает, что ему выбирать. Если у него дома есть отец, мать, ему это он смысл жизни видит, как чему учится, он не выберет другого, ничего. Но знать человек должен, что Бог един. Знать человек должен, что если ты не то, что подумал, если не то, что там камень бросил, если даже просто даже посмотрел плохо в сторону имама и в сторону священника, это одинаково плохо. Каждый человек должен бояться. Если он истинно верующий, он должен бояться. Даже подумать, даже косо посмотреть на человека другой религии. Вот что важно. Эти вещи надо преподавать. Эти вещи надо в школах рассказывать детям, чтобы они росли и понимали, что кроме ислама есть другие религии. У меня такое мнение. Спасибо. А вот в университетах или в институтах, техникумах, в высших заведениях не преподают уроки религии. Вот это... Это неправильно. Мы уже с муфтием определились и будем там... Дело в том, что мы не можем в штат университета ставить человека, кто будет преподавать. Поэтому это будут волонтеры от священнослужителей, которые будут приходить и преподавать там уроки. Не обязательно же за деньги это делать. Вот как бы такая тема. Вот заступая на должность главы республики, тогда президента Ингушетии, был ли у вас некий план, схема работы, там вот первый, второй пункт, да, и с кем и как вы будете вот эти проблемы, которые вы для себя поставили первоочередными, будете решать? Если позволите, второй вопрос сразу по поводу выборов в местные органы власти. Сейчас выборы происходят по партийным спискам. Как вы думаете, придет ли время, когда все-таки местному населению будет передано право непосредственно избирать там одномандатников, скажем так? Спасибо. Начну со второго вопроса. Ну, знаете, мы и одномандатниками выбирали, да? Мы выбирали и президентов. Выбирали же, было же это все. Что изменилось? Вот давайте так просто рассудим логически. Мы же взрослые люди все. Что изменилось? Я помню начало там 90-х годов и дальше я там ситуацию помню. Что тот, кого выбрали одномандатником, он более рьяно служил народу. Дело же не в том, как его выбрали. Дело в самом сознании человека. Как человек понимает свою сущность, для чего его избрали. Для чего он вообще избран? Я надеюсь, что когда-то будет и выбор одномандатников, если оно будет лучше для страны в целом. Но в моем понимании, я вам сказал бы сейчас так, как бы я видел, если убрать все законы, все убрать. Если так уже сказать, там все думают, что слово по понятиям это бандитское слово. Это не бандитское, это нормальное человеческое слово по понятиям. Если сказать по понятиям, я пригласил бы, например, с Назрани 10 человек, посадил бы, положил бы Коран, сказал бы, или Библию. То есть православные на Библии, мусульмане на Коране поклялись, больше воровать не будет, будет день служить народу. И пусть бы они служили народу. Хотя бы под таким страхом. Это еще может быть какой-то там плюс, да? Остальное играет все равно человеческий фактор. Как бы мы ни выбирали человека. Это тоже есть, это сущность человека есть. Вопрос другой, что в сегодняшней ситуации, когда местное самоуправление, я сейчас замечаю, за 2 года, 1 год я поработал без местного самоуправления. Я видел, при всей сложности и сейчас, за 2 года, я все равно наблюдаю, что больше контроля на территории со стороны самих депутатов хотя бы. Почему? Потому что среди 15-20 депутатов все равно находятся те, которые болеют душой за эту территорию. Это тоже большой плюс. Поэтому для меня не столь принципиально, какие выборы будут. Мне принципиально знать, что люди, которые выбраны, чтобы они просто душой и сердцем служили своему народу.
Это первое. Ну, скажу опять же, какие планы, какие у меня были, вот по первому вопросу, если брать. Конечно, у меня не было никаких планов. Когда меня пригласили и сказали, надо, я не делаю секрета, конечно, я сперва как нормальный, здравомыслящий человек отказался от этого. И сказал, что, ну слушай, где я, где президент Республики Ингушетия, вообще это не вяжется. И, конечно, я сюда, когда приехал и представлен был перед парламентом, стоя там на трибуне, слушая там упреки тех людей из зала, когда они мне говорили, кто-то я оттуда появился, что-то вообще в жизни сделал, чтобы сюда приехать президентом поработать. Конечно, я их тоже понимал. Но опять же, я понимал, что все, кто это говорит, они сами натворили этот бардак, потом и говорят мне. И это тоже вдохновляло, какие-то силы придавало. Сегодня нет такой сейчас программы, которую надо необходимо срочно защитить. Там, поднять, там, опустить там, или там, еще что-то делать. Есть реально здравый смысл поработать. Я за 3 года вижу, что многое не делается, да, многое тяжело продвигается. Но опять же я вижу, я реалист в этих направлениях. Я вижу, что многое делается. И то, что нам никогда не снилось, очень много делается в республике, это тоже надо замечать, это тоже надо видеть. С учетом каких-то перестановок, в том числе кадровых, я думаю, что мы спокойно можем до конца 2013 года очень многих хороших положительных результатов добиться. А с кем я это буду делать? Конечно, с той командой, которая сегодня есть. Опять же, многие ребята, особенно блогеры, там поймут, о чем я говорю, они мне присылают. Найдите хороших, активных, адекватных, умных, там, супер таких профессионалов. Я их нахожу. Знаете, вот у нас есть, я больше, почему сейчас упор делаю на то, чтобы человек сам больше проявлял бы инициативу. У нас почему-то всегда ждут указаний сверху. Вот это беда. Она, вот я замечаю это. А инициативы сверху здоровые, нормальные. Я когда утром обзор прессы смотрю, я серьезно не делаю секрета, когда я смотрю в какой-то субъекте, там, когда молодежная акция прошла, я звоню нашему председателю молодежного комитета, я говорю, проснулся, да, почитай, посмотри, придумайте что-нибудь такое. Почему? Потому что я вижу это, что можно это сделать без всякой копейки. Да? Без всякой, вообще не надо никаких материальных затрат. Надо просто голова и желание. Поэтому, конечно, сегодня думать о том, что я сейчас вот правая сторона, это сегодняшняя команда, а вот эти, тех, которых я, то есть вы вроде бы там бездеятельные и не особо умные, а вот это я должен набрать команду особо умную, активную, да, энергичную. Поверьте, ничего не поменяется. Человек, когда садится в кресло, у него сразу все переворачивается. И те мысли, которые у него до этого были, они уходят в сторону, и он четко только видит чиновничье направление, сектор. Ни вправо, ни влево. Здесь тоже сложности есть. Но опять же скажу, что не совсем плохо. И у нас чиновники не хуже, чем в других регионах. Если не лучше. Я это вижу. Вы не видите того, что я вижу. Я очень многие вещи наблюдаю сам, замечаю и реагирую. И когда я приезжаю на любое мероприятие, которое происходит там или в Москве, или там в Северо-Кавказском федеральном округе, или за границей, когда я смотрю свои документы, которые у меня есть, я достаю, что мне приготовили туда, красивые, хорошие, отработанные, даже этот уровень. Когда я смотрю соседние там, некоторые главы у меня берут, ух, смотри, как у тебя красиво сделано, а у них ничего нет, это тоже уровень. Это тоже уровень. Почему? Потому что, значит, не зря хлеб кушают. Это тоже показатель. Почему? Потому что все-таки думают на шаг вперед. Это такие мелкие штрихи, но в основном тоже так же есть. Поэтому, конечно, с командой, та, которая есть, но опять же никто не гарантирует нам кадровые рокировки. Тут уж вопрос дела и времени. Спасибо. Еще 2 месяца назад представители Минрегионразвития приезжали в Ингушетию, и на встрече с правительством один из представителей заявил о том, что, вероятно, наша программа социально-экономического развития подпадет под список программ, малоэффективных программ. Что это значит? И этот же вопрос, как реализуется эта программа в настоящее время, что делается по этой программе? И второй вопрос, если можно, что сделано за эти 3 года в вопросах возвращения беженцев, ликвидации последствий осетино-ингусского конфликта, и удалось ли решить проблему снятия эмбарго на возвращение ингушей в так называемые закрытые населенные пункты. Все.
Спасибо. По ФЦП. То, что Минрегион заявил, малоэффективно, имеется в виду, это так и есть. Малоэффективно в плане экономического потенциала. Почему? Потому что вы должны понимать, что мы большую часть объектов ФЦП заложили социальный блок. Вы знаете, насколько мы отстаем от других субъектов в этом плане. Конечно, нам главная задача в федеральной целевой программе, мы ее и так и закладывали, планировали, это школы, детские садики, больницы. Это те социальные объекты, в которых мы остро нуждаемся сегодня. В этом плане, да, экономические прибыли, как мы хотели бы, не придаст. Но придаст это рабочие места определенные в этом направлении. А в остальном федеральная целевая программа, она идет по плану, никаких срывов здесь нет. У нас есть все объекты идут или с опережением, или по графику. Нет такого, чтобы объекты сорвались. То, что по денежным средствам, которые выделяются, они приходят запоздало, это опять же никакой угрозы здесь нет. Почему? Потому что все средства в своем большинстве, они освоены. В этом направлении я сразу заявляю, что, конечно, срывов нет, и ФЦП, она очень эффективна в плане того, что мы все-таки социальную инфраструктуру республики заполним. Второе, по беженцам. Была такая у нас идеология, и план такой был, что не делать по каждому возвратившемуся беженцу политику. То есть не делать митинги, не показывать по телевизору, не радоваться, не хлопать в ладоши. У нас за эти 3 года без всякого шума, без всяких разговоров, конечно, заехало более 200 беженцев. Это по каждому населенному пункту видно, которые заехали, которые там живут. И выехало оттуда минимально. Всего лишь 6 семей, которые оттуда выехали. То есть мы тоже процесс приостановили. Второй вопрос, самый главный, это то, что не открыты те закрытые населенные пункты, которые должны были быть открыты. Здесь работа продолжается. Вы знаете, что при полномочном представителе при нашей инициативе создана экспертная группа. И я надеюсь сейчас, что эта экспертная группа выложит какие-то свои выкладки в адрес полномочного представителя. Решение будет принято. Здесь, опять же, мы с руководством Северной Осетии имеем тесный контакт. С моей стороны идет так, что мы ни на кого не давим и не заставляем возвращаться. Были здесь предложения в том числе увольнять с работы тех чиновников, которые не возвращаются в свои дома. Нет, этого не будет. Давить мы здесь не будем. Но и, конечно, со стороны властей Северной Осетии никакого препятствия тоже не должно быть. То есть открыть населенные пункты, кто хочет, тот вернется, кто не хочет, тот не вернется. Вот такая должна быть идеология, она так, в принципе, и выстроена. И по закону мы другого права здесь и не имеем. Но опять же я повторяю, что я чувствую разницу позитива, чем было там 3 года назад и что сегодня в этом направлении. И в первую очередь это, наверное, связано с тем, что есть понимание и с нашей, и с их стороны в этих вопросах. Спасибо. В нашей республике достаточное количество квот на лечение за пределы нашего региона. И желающих очень много. Но получить так, так таковым они не могут. Вот почему так трудно получить эту квоту? Мне больше нравится, когда мы говорим по фактам. Вот я, например, не понимаю, почему нельзя. Да? Ко мне приходит обращение граждан, которые, наоборот, говорят по иногородним лечениям и по квотам на выезд на лечение за пределы. С какой благодарностью они обращаются. Да, там тоже присутствует, вероятно, всего своя схема, кого и как, и родственная, или другая, и более страшная коррупционная, возможно. Сейчас по всем направлениям, кто нуждается в средствах только управления занятости, очередность в этих путевках или иногороднее лечение, все будут там в интернете, в газетах, чтобы не было ни у кого сомнения, что кто-то там кого-то вне очереди засунет. Да, но это и есть, бесспорно есть, конечно. Было бы глупо сказать, что этого нет. Поэтому мне кажется, давайте так, в течение недели вы мне набираете эту выборку, присылаете, а мы по каждому случаю будем комиссию создавать и разбираться. Хорошо? Сейчас я не могу ответить. Если было конкретный вопрос, мы бы сейчас министра вызвали, разобрались бы. Он тоже сейчас станет здесь и скажет, у нас все нормально. То есть конкретная фамилия нужна и разобраться, стоит в очереди, не стоит, когда заявление подавал. Хорошо? Студия искусств, отделение журналистики, Мадина Арчакова. Уважаемый Юнусбек Баматгареевич, планируется ли в дальнейшем, в ближайшем времени, какие-то перспективы для работников культуры, чтобы самореализовать, чтобы артист мог самореализоваться и осуществить свои творческие планы? И будут ли повышаться заработные платы? И еще один вопрос, связанный с культурой. Будут ли реализовываться планы по строительству объектов культуры?
Спасибо. Начну, да. Сложный вопрос в плане заработной платы. Бюджетникам подняли на 6,5%. И плюс я своим решением дал команду поднять зарплату ансамблю Сунжа, танцующим, и ансамблю Ингушетия, государственному ансамблю, танцующим только, еще раз подчеркиваю, и форму им новую шить. Почему? Потому что это просто лицо республики, и их, конечно, надо было поддержать. Не обижая других артистов и работников культуры. Но что значит, чтобы дать вам, вас поддержать, чтобы вы самореализовались? Знаете, вот у нас коллектив, который сделал 2 серии фильма «Школа», да? Там по-всякому критиковали, в том числе и наши священнослужители. Не понравилось им все там, форма одежды и все остальное. А мне понравилось. Я посмотрел, я сказал, что это плохого-то? Это наша жизнь, обычная жизнь. Мы можем жить так, а делать вид, что мы не так же, показывать другое. Как будто мы не такие. Ну, кто нам поверит? Если мы в кино такое показываем, оно же не должно быть, чтобы каждый понимал, чтобы соизмерял с собой, к себе. Нормально ребята, ну, подрались где-то, понятно тоже. Девчата шутят, прикалываются. Ну, это жизнь. Мы все такие были. Кто был не такой? Кто был? Все были такие, даже хуже были некоторые. Ну, ничего, нормально, выжили. Вот это, опять же, они у меня деньги не просили, они сами сделали. Вопрос в другом, как реализовать их продукт, чтобы они на этом заработали. Все же происходит не в том, что кто-то государство организовало, это вон Сколково организовало государство. Почему? Потому что это масштабный проект. Не государственный даже, а мировой проект. А такие вещи, они, инициативы и все остальное начинают исходить от самих инициаторов, от самих людей. А дальше уже где-то государство поддерживает. Посмотрите, вот этот клуб у нас по боям без правил, да, коллоидным. Да. Но тоже никто же их не заставлял. Да, они сейчас сели на шею, все требуют чего-то, зал, там еще чего-то. Но никто же не заставлял, они сами организовали, сами сделали. Выехали, первое выступление, блестяще выступили. Там сколько там чемпионов мира стало? 3, да? Да, и более 16 там призерами, 3-е, 2-е место. Тоже опять же, от вас должна исходить инициатива. Здесь я по поводу зарплаты я сказал тоже здесь сложность вопроса в том, что наш бюджет очень скудный по сравнению с другими регионами. Хотя я вам должен сказать, что и в этом, и в прошлом году мы в числе первых в стране по собираемости налогов. Мы за эти 3 года существенно снизили дотационность, если так можно выразиться, конечно, в процентном отношении на 10-12%. Это тоже большой плюс для республики. Но все равно этого мало. Все равно этого мало. Вот когда будем развивать малое индивидуальное предпринимательство, там появятся налоги, пополните бюджет. Тут уже можно хоть что-то делать. Пока сложно нам ориентироваться на другие регионы. Но и в этом случае можно находить и поддерживать друг друга. Спасибо. Тачева Залина, студия искусств. В нашей студии искусств был снят первый ингушский сериал «История одного класса». Да, вот, да, школа, да. Да, реакция была неоднозначна, про нас очень много писали, говорили в средствах массовой информации. Вами лично была проведена встреча с создателем нашего сериала, где вы сказали, что окажете всевозможную поддержку и организуете встречу с молодыми актерами. Уважаемый Юнусбек Бамадгиреевич, вот я хотела узнать, когда будет эта встреча? Где помощь и где встреча? Да. А в аргументах и фактах что писали о вас? Плохо или хорошо? Нет, вы знаете, очень хорошо поддерживали. И вот там был такой пункт, а где же помощь? А где же помощь, да? Ну, логично. Ну, во-первых, я еще при памяти, когда я говорил вам, я сказал, пришлите мне предложения свои. Я их пока так не увидел. Если бы я их увидел, я бы их запомнил. Во-первых, вы должны написать, в каком виде помощь нужна и где она нужна. Я эту задачу ставил. Это раз. И во-вторых, я предлагал, пришлите списки, с кем надо встретиться. То есть передайте своему руководству, эти 2 задачи выполните. То есть присылайте списки, с кем надо встретиться и когда вам там удобнее, да? И плюс второе, какая помощь и в каком виде. Хорошо, мы это все организуем. Спасибо. Спасибо. А так продолжайте, делайте свои сериалы. Ничего нет плохого в этом.
Евлоев Гелани, представитель клуба «Калой Тим», также КВН и также сайта «Ингушетия Лайф». Про то, что вы сказали про наш клуб, спасибо, что заметили. Думали, я и про КВН сказал. КВН, я тоже представитель КВН, тоже, да. Насчет клуба «Калой Тим», мы позавчера вернулись со всероссийского турнира по кикбоксингу, заявили 7 человек, заняли 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Вот так. Краснодар. Вы должны скоро бюджет республики пополнять золотом. Медалями, да? Ну, это можно. Фонд республики. Как раз 2 часа назад мы как раз разговаривали с Ахмедом Катиевым насчет спортивного зала. Он нам обещал помочь. И вроде бы сегодня, как наш тренер, ходит по этому делу в данный момент, проверяет залы, смотрит там. С этим у нас почти все решено, можно сказать. Насчет КВН скажу. КВН, то, что у нас нет команды, можно сказать, не знаю, как это. Мы уже 2 года занимаемся командой КВН. Команда КВН существует, но на нас никто внимания практически не обращает. Когда мы нужны, нас приглашают, мы ходим, выступаем, но после этого нас опять же забывают, можно сказать. Как раз сегодня должна была состояться встреча с Чилиевым насчет команды КВН. Не знаю, что мы будем решать там, но все-таки команда существует, и мы хотим ее развивать в любом случае. Хотели попасть на фестиваль «Кивин» в Сочи. Как раз таки для этого дела у нас есть человек высшей лиги, который нам полностью помогает. Хотелось бы вас попросить помочь и не оставить этот вопрос, так сказать, мимо, можно сказать. Вопрос КВН. Хорошо. Но сперва скажу по спортивному залу для вас. Вы мне написали письмо, я вам отписывал. Вот вы говорите, что у вас там 100 человек, там 200, мест нету. Вы знаете, когда у вас 1000 появится, у меня тем более мест не будет для вас. Это раз. Второе, вы все должны понимать, что у меня отдельного зала для вас тоже нет. Да, у нас и так довольно, если мы и отстаем от соседних субъектов, но у нас довольно хорошее количество объектов спортивных, где можно сегодня заниматься. Единственное, надо график составить без всяких капризов. Да? Я сам занимался спортом очень долгое время, и когда мне говорят, что нету бассейна, нету того, это все сказки. Мыться можно дома. Хотя бы в таких условиях. Я понимаю, да, в современных условиях это же сложно, но давайте исходить из того, что есть. Если есть желание заниматься этим делом. Это вот передайте своему коллективу, я с вами скоро встречусь, поговорим по этому поводу. По КВНу, да, я задачу озвучивал, Муса Маджиш мне докладывал. Я еще раз повторяю, я сам вчера это высказал тоже. Надо возрождать, надо делать. Надо, там много средств не требуется, но надо сделать так, чтобы мы тоже были на каком-то уровне. Ну и у вас должны быть такие хорошие номера. В чем смысл и КВН, и фильмы, которые там девчата делают, и передачи из РФ, и других там вещей. В чем смысл заключается? Вот я как-то говорил, там, министр культуры, передача из РФ, там грамотно, умно разложено, какой чиновник взяточник, какой гаишник там негодяй, какое это все. А показать сущность простого человека, который без взятки ничего не хочет решать. Он сует в карман чиновнику эту взятку. Показать сущность человека, который на каждом шагу говорит то, чего никогда не видел и не слышал, от того, что кто-то сказал, где-то услышал, и вот про это говорит. То есть сплетни, это все. Показать вот такие вещи и показать это в шуточном варианте, что это нельзя делать. В каждой шутке, говорят, доля правды есть, да? Но выложить это таким образом, чтобы мы воспитали друг другу. Если мы постоянно будем говорить, что чиновник вор, то и станет вором. Даже если не вор, он все равно будет в глазах всех, что он вор. Так или нет? Вот в этих вещах, конечно, надо очень серьезно. Мы вот зацепляемся к тому, что зрителю нравится, да? Вот это нравится. Да, смешно, и сам смеюсь иногда над этим. Но опять же, надо еще понимать, что в каждой шутке мы должны закладывать ту воспитательное направление, которое влияет на подрастающее поколение, на молодежь. Как она будет относиться к тем или иным вещам. Ну и, конечно, если мы говорим про КВН, выезжая за пределы, вы в шуточной форме должны представлять ту нашу черту нашего народа, которая она есть и не на самом последнем месте в этих направлениях. И традиции, культуры, и обычаи, и наши вот это элементарное кавказское и ингушское. Вот это тоже брендово должно быть. Понятно, да? Вот это все. Поэтому давайте поддержим. Я послушаю сегодня Чилиева, что он скажет по КВН. Спасибо. Литературная Ингушетия хочет вас
Наш Алташ. Литературная Ингушетия, Лейла Тамасханова. Юнусбек Баматкереевич, я больше чем уверена, что если бы повернуть время вспять в 2008 год, вы непременно бы начали с безопасности. А вот чего бы вы не стали делать назидание молодым политикам? Спасибо. Чего бы я не стал делать, если вернуть назад? Ничего бы не стал. Все так же сделал бы. Почему? Потому что я тогда трезво ко всему подходил, не был пьяным, потом все делал. И поэтому, конечно, я бы сделал то же самое. Начал бы, опять же, с безопасности. Да, какие-то штрихи были бы, но, опять же, поверьте, так же пошел бы. Вы должны понимать, что я реалист. Я на вещи смотрю реально. Но я бы все равно делал так, как я начинал делать и как сейчас иду. Почему? Потому что разные могут быть пути этому движению. Ну, и, наверное, чтобы по-другому делать, мне надо было бы превратиться в другого человека уже. Но я уже не превращусь в другого человека. Поэтому так и пошел бы по этому пути. Спасибо. Вот какие проекты, удачные идеи, позитивные изменения произошли, вы считаете, наиболее удачными в вашей деятельности за эти 3 года? Ну, я подчеркиваю еще раз, главный проект удачный, это мы стабилизировали обстановку. Это главный проект. Конечно, в социально-экономическом плане это то, что мы добились того и пошли нам навстречу. Мы принято и сейчас реализуется федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Ингушетия. Мы можем критически подходить к этим вопросам, но поверьте, это огромный шаг вперед в плане социально-экономического развития. Каждый год мы вводим в строй и закладываем, и они сейчас с этого года начнутся в основном вводиться и со следующего года в строй, и закладываем большое количество социальных, экономически важных объектов, в том числе и инфраструктура. Если мы в прошлом году, в этом году получали по 1,5 миллиарда, и с нашим бюджетом это 1,6 миллиардов, то уже в 2012, 2013, 2014 и дальше годах это каждый год будет от 4-5 миллиардов до 10 миллиардов рублей. Вот представьте, сколько объектов мы будем строить. Это важный проект, и он очень серьезно реализуется. Конечно, помимо всего этого, то, что мы заложили, убедили, что нам это надо, и мы увеличили в каком-то таком хорошем составе и штатный состав правоохранительной системы. Для вас это ни о чем не говорит, но то, что сегодня мы добились определенной стабильности, в том, что благодаря вот этим штрихам правоохранительной системы, там, где этих направлений не было. Следующее, конечно, вот те объекты, которые мы проекты мощные, они мощные, я считаю, проекты, которые мы заложили, которые сейчас спокойно, без всякой там рекламы, без всякой политики реализуются. Это и центральная духовная мечеть наша, которую в Магасе мы строим. Это и здание национального телевидения, и национальное телевидение, которое мы с помощью Всевышнего реализуем обязательно. Со следующего года будет свое телевидение. Это и дворец спорта, который строится. То есть те объекты, которых... Они значимы почему? Почему проекты? Они так, если брать в масштабах государства, это ничего и никак. Но для нас значимы почему? Потому что у нас их никогда не было. Обещают нам эти инвесторы в течение года это все исполнить. Начинается строительство 3 родильных домов в 3 районах, кардиоцентра и гемодиализного центра. То есть это тоже проект хороший. Проекты хорошие по томографам. Посмотрите, мы 18 или 20 лет без томографов жили. А сегодня нам в очереди стоят с других регионов. Кто-нибудь думал, когда-нибудь, что в других регионах к нам будет приезжать, лечиться или что-то? Тоже большой процесс. Или возьмите туб-больница. Да? В крепости. Сейчас что в крепости на месте туб-больницы? Ровная площадка. Мы там сейчас парк разобьем, никому землю это не отдадим. И, конечно, туб-больница сейчас находится в хорошем, благоустроенном, нормальном месте. Тоже плюс. Мы те вещи, даже взять 2 кабинета гемодиализа, в том числе детские, 3, в Малгобеке и здесь, на Назране, мы можем не понять. Да, не дай Бог, скажем, из нас, чтобы такое случилось, но с нашими родственниками. Но спросите у тех, кто посещает эти кабинеты. Им не надо ехать в Нальчик, Владикавказ, они это все. Для них это стратегия выше, чем что-либо. Вот это мощные проекты.
Почему? Потому что мы их реализовали. Их можно было делать. Их можно было делать и во все года. Я вот недавно посещал построенный дом в Орджоникидзевской по аварийному жилью, по линии ЖКХ. Огромное спасибо руководству фонда реформирования ЖКХ федеральному, которые пошли навстречу, помогли нам. Мы не разбазарили эти средства. Да, здесь идет с каким-то затяжкой. На 2-3 месяца мы затянем, но мы доведем до конца. А там уже построен дом. И люди, которые жили многие годы в квартирах, которые полностью разрушены, там жить невозможно, они получают современные квартиры. Да, квадрат на квадрат мы еще сверху даем 10 метров. Где-то будет 15, где-то 17. Вот у этих жителей получают 17 метров сверху. Они спокойно идут, новые, хорошо благоустроенные. И мы в течение 3 лет эту программу завершим. У нас не будет понятия аварийных домов. Не будет. Почему? Потому что мы эту программу тоже завершим. Это тоже стратегия для жителей, для людей. И многое другое. Поэтому и те проекты, которые мы сегодня хотим реализовать, в том числе, и тот же мемориальный комплекс, если взять духовно-нравственное воспитание, не только там мечеть центральная, тот же Уазовск-Кашмыш, где мы собираемся. Я скажу, когда я первый раз пришел на это кладбище и посмотрел, как мы относимся к тем людям, которые жестоко убиты, которые, может, в последнем жизни секунду думали о каких-то вещах. Поэтому, конечно, я сделаю как бы кто ни хотел, как бы кто ни говорил, я сделаю красиво, хорошо, чтобы можно было бы, как я говорил, и туда, и на мемориальный комплекс водить школьников, не для нас, взрослых, уроки истории, студентов водить туда, и там делать обязательно уроки истории. Не для нагнетания обстановки, а показывать людям, если на кладбище, что так не должно быть между народами. Почему? Потому что из-за ошибки политика, вот они, люди пострадали, которые совершенно ничего против друг друга не имели. Они жили бок о бок, дружили, свадьбу вместе играли, похороны вместе, все жили, да? И в один миг вот они оказались на кладбище. Или мемориальный комплекс, когда там будут ходить наши студенты, и школьники, и дети, все будут ходить и изучать историю Ингушетии, трагическую часть или светлые пятна республики. Вот история-то. Поэтому вот эти проекты, я считаю, что они важны, они нужны, они мощные проекты, и мы их, даст Бог, спокойно, потихоньку, не торопясь, реализуем. Строительство и расширение трассы Ростов-Баку повлекло за собой большой общественный резонанс. У меня такой вопрос: будут ли тронуты кладбища и в каком эквиваленте будет выражаться сумма, кем она будет датироваться, устанавливаться? Спасибо. Я не думаю, что здесь резонансом для общества должно было бы стать не строительство, расширение автодороги Кавказа. Вот это должно было быть резонансом для республики. Почему? Потому что сегодня власть идет нам навстречу, выделяет огромные средства. И на нашу федеральную дорогу, на нашу часть, вы заложены более 4 миллиардов рублей. Если мы это не реализуем, есть сомнение, что в ближайшие 20 лет мы вообще это сделаем. Вы знаете, какие страшные аварии. И при всем, даже не нарушение правил дорожного движения происходит. Там движение очень мощное, особенно утром и вечером. А на праздниках, вы посмотрели, да, на Мархаш, что было? Я сам ехал без кортежа, без охраны. Когда ехал, я минут 40 только ехал от Нестеровского перекрестка до поворота на аэропорт. Поток машин очень большой. Поэтому здесь резонансом для общества должно быть не строительство, а строительство должно быть радостью. Это первое. Второе, конечно, мы со всякой стороны изучали этот вопрос по кладбищам. И никакого противозаконного в религиозном плане переноса этих могил нет. Да, если бы там строилась бы кафешка, рестораны или общественные личные какие-то объекты, да. Это все делается для дороги. Это святое. Мы, опять же, в этом вопросе тоже исходим, что каждому, кто согласится перезахоронить, мы выделим средства на то, чтобы компенсировать эти расходы. То есть сделаем все. Почему? Потому что без ритуального мавлида никого не перезахороним. Так или нет?
Поэтому по 100 тысяч рублей мы там выделим с бюджета республики и поможем этому вопросу. И я уверен, что люди пойдут на это с пониманием. Почему? Потому что это святое. Здесь нельзя спорить, здесь нельзя что-то доказывать. Это делается не для той части жителей, которые живут вдоль федеральной трассы. Это же делается для всей республики. Каменный вопрос, да, это народный вопрос. Поэтому здесь, конечно, все должны с пониманием отнестись. Но опять же, здесь мы нашли, если будет какое-то утыкание в этих вопросах, мы нашли приемлемые варианты, не трогая эти кладбища, расширять их вправо или влево. По федеральной трассе будут выставлены защитные щиты, шумоизоляционные, да, вот как это везде в современных городах ставится. И здесь мы тоже вопросы незаконных построек, там, кафешек, там, или там шиномонтажа тоже закроем. Ну и, конечно, там вопрос стоит о переносе ряда домов в районе Гамурзиева, в районе Барсукова обязательно там порядке. Но я, с учетом опроса населения, которое там живет, нашел понимание. Да, будут цены приемлемые, это будет и Росавтодор обеспечивать, и мы в том числе. Ну и надеюсь, что там жители не будут драконить ситуацию в плане того, чтобы давать им рублевские цены. Здесь вопрос стоит, что два варианта. Первый вариант, что они берут деньги, или второй вариант, если у человека там было там 150 квадратов, мы ему даем еще сверху определенные квадраты больше. Спасибо. Нурбеков Куреевич, Магаз.су. Юнусбек Баматгиреевич, такой вопрос. Сегодня, насколько известно, в республике нет своего информагентства. Есть ли какие-либо планы по как бы созданию этого агентства сегодня, чтобы оно было на хорошем уровне, как бы и в республике, и в России, как бы вот такой вопрос. Спасибо. Я думаю, что созданием нашего национального телевидения, конечно, в этом же здании было бы неплохо расположить и наше информационное агентство. Мы этот вопрос поднимали еще там, бытность там, когда-то мне блогеры ко мне обращались, наши журналисты обращались. Я жду предложений. Давайте предложим, давайте все вместе. В каком виде мы его себе представляем. И давайте, я не против, создадим информагентство. Оно должно быть, если мы в современном государстве живем. И помещение сразу же готовится в национальное телевидение, чтобы вот информагентство, чтобы оно взаимосвязано было плотно, совместно. Спасибо. Для опоздняков построен добротный поселок, но однако люди продолжают жить в большом количестве в опоздновой зоне. И вот когда вот это печальное слово опоздновик, опоздновая зона навсегда исчезнут из нашего обихода. Спасибо. Это подход государства к нашей проблеме, уважение к нам. Мы убедили руководство страны, что надо выделить полностью под оползневую зону средства. Мы добились того, что нам выделили 6 миллиардов рублей в дополнение к нашей программе. То есть сегодня у нас 32 миллиарда ФЦП, плюс еще 6, это 38 миллиардов уже в дополнение к этой программе. 3 миллиарда уже мы выделяем в 2012 году, 3 миллиарда в 2013 году. И я эту задачу отвез и фотографии, и фильмы, и проблемы оползневой зоны показал. Поэтому я надеюсь, что мы к концу 2013 или там, в середине 2014 года полностью проблему оползневой зоны решим. Вы знаете, что те семьи, их 500 в коттеджах и 132 семьи, которые в квартирных домах, 632 семьи, мы эти дома полностью, не так, как было раньше, что человеку здесь дали жилье, а он там еще оставил прописанных людей, жить людей, и дальше этот дом стоит. И многие дома, которые по третьему разу уже получают средства. Мы эти дома разрушаем уже полностью. И одним из условий, когда человек получает жилье, что он 10-дневный срок вывезет из этого дома все свое имущество, чтобы его можно было снести. Есть там ряд спорных вопросов. Подчеркиваю еще раз, и сейчас комиссии проверяют, смотрят. У нас там осталось сейчас 1570 семей. 58 коттеджей мы сейчас уже почти достроили. Там, в течение месяца будет достроено в районе Аншелуков. Там же в следующем году закладываем где-то 200 коттеджей, и мы будем делать таким образом, чтобы в комплексе и коттеджные дома, и этажные, двухэтажные дома. 2- или 3-этажные дома будем строить. Опять же, сейчас комиссия проверяет, кто на что согласен. То, если брать там, например, остались у нас русскоязычная часть в Вознесеновке, они стоят в очереди раньше, но
те, кто позже стояли, получили коттеджи, они не получили. Но они не получили не от того, что очередность нарушена, а коттеджи, квадратура от 72 и выше. А человек живет один. И нет однокомнаты или двое живут. Однокомнатной квартиры нет. Нет такого коттеджа с такой квадратурой. Поэтому в этом проблема была. И мы под таких людей тоже строим там этажные квартирные дома. И многие хотят просто жить в квартирах, а не хотят в частных домах. Вот эта проблема, мы ее сдвинули с мертвой дошки. Сейчас я проекты одни уже посмотрел, не утвердил, сейчас по новым проектам смотрим. И вы видите, если там кто обращал внимание, те 500 коттеджей мы построили, я считаю, что их нормально построили при всех там каких-то недостатках, ну, их нормально построили. Хорошие, современные коттеджи, люди довольны. Но следующие коттеджи, которые 58, мы строим еще лучше. Если учетом там различных наших традиций, обычаев, и заборы ставим глухие. Ну, как бы мы не хотели, все-таки люди все-таки хотят жить в башнях еще. То есть не вышли мы еще из башенных комплексов, понятно, поэтому здесь заборы ставим глухие. А дальше будет еще лучше. Поэтому я надеюсь, что к середине 2014 года мы проблему... Еще я подчеркиваю, проблема оползневой зоны не в том, чтобы переселить людей оттуда, тех, кто есть, а в том, чтобы туда не допустить больше никого. И эта борьба сейчас идет в том числе. Спасибо. Юнусбек Баматкерович, вы человек, который инициировали создание комиссии по оказанию содействия адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. Каким образом видите работу данной комиссии? Есть ли эффективные примеры работы данной комиссии? Ну, в первую очередь, конечно, к этой комиссии люди должны идти. Этой комиссии люди должны доверять. Если люди не будут доверять этой комиссии, ну, бесполезно, она не сработает. А чтобы комиссии доверяли, она должна какой-то результат свой показать. Я скажу, что вот мы в ближайшее время, сейчас у нас ряд руководителей выйдут из отпуска, мы проводим совещание, в том числе с присутствием уже, с участием Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа, по всем членам и пособникам бандподполья, которые сами пришли с повинной. Мы там определенные условия говорили, и они, ну, реально, мы их соблюдаем, эти условия. Мы сейчас эту всю ситуацию будем изучать. Это раз. Второе, мы составляем списки, с кем эта комиссия должна работать, и она работает. Если говорить про позитивный результат, буквально за неполный месяц работы этой комиссии, у нас 3 уже людей, которых привели под гарантию этой комиссии. Помните, я озвучивал списки 5 человек, которые шли из дома. 3 уже привели, а 2 ищут, обещают привести. И людей не сажают в тюрьму сразу там, или там не пытают, не издеваются, они просто находятся дома с подпиской о невыезде и по любому звонку прибывают на допрос или на опрос там, или на беседу. Конечно, мы максимально все должны стараться. Я всегда, когда собираю общественные организации, те, которые особенно радеют за права человека, я всегда говорю, хоть одного приведите. За 3 года еще никого не привели, которым надо помочь, реально. Тоже беда. Поэтому здесь вопрос не столько стоит в том, чтобы авторитет комиссии это поднять, а столько, чтобы людей убедить, что надо все-таки и те, кто держит в руках оружие, сложить оружие. Бессмысленность этой всей акции, вообще даже неуважение к своему народу в первую очередь. Ну и во-вторых, конечно, доказать этим людям, и особенно родственникам этих людей, что максимально все, что власть обещает, это будет выполнено. И, пользуясь случаями, к вам обращаюсь, максимально тоже содействуйте в этом вопросе. Почему? Потому что это наша жизнь. Я сегодня отмечал событие, хороший приказ министра внутренних дел Российской Федерации Рашида Гумаровича Нургалиева, когда они определили, что ежегодно 8 ноября будет отмечаться как День памяти сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Чтобы 10-го на День полиции не отмечать и траурные и праздничные мероприятия не совмещать, а именно 8 числа. А 10-го будет уже праздник. Вот я там, когда присутствовал, посмотрел там людей наших, у которых там погибли дети, и смотрел, и как раз с прокурором республики обсуждал вопрос, как раз сидя, наблюдая за этими людьми, говорил,
Ни немцы, ни китайцы, ни японцы, ни какие-то там варвары какие-то со стороны. А свои же подло в спину. И такое же количество, а то и больше, с другой стороны. Хорошие, плохие тоже свои. Из-за чего? И почему? Где логика? Всю жизнь вкладывали в голову одно, тут пришел Саид Бурятский и сказал: вы неправильно вообще делаете. Днем надо спать, ночью надо бегать. И все ночью побежали. Ну как так, бывает разве? Или пришел какой-то необтесанный, не понимаешь ничего, там с пальмой слезший хатаб, и всех научил, как надо жить тут же. Где уважение к своему народу, к твоим традициям, к своей культуре, к своим обычаям? И тут же повернули оружие. Раньше боялись даже ножен вытащить, да? Знали, что даже не то, что ты ударишь, а даже если ты вытащишь что-то, сделаешь, тебе будет обратно, что за это? Тут же начали друг друга убивать. Где уважение? Где традиции? И, конечно, это тоже не на ровном поле. Это в том числе и общество где-то упустило этих ребят. А сегодня максимально нам надо сделать все, чтобы они вернулись назад, поняли, осознали. А мы должны тоже понять, в свою очередь. Мы должны тоже понять, в свою очередь. Я даже скажу, что да, есть законы. Если на нем нет преступления, мы его... Скажу даже, если бы 100 преступлений было, если бы они сегодня все вышли бы, резко прекратили бы, можно было бы всем все простить. Делать день прощения. Все вышли, сложили, все сожгли в печи, это оружие и все остальное. Идите, работайте, учитесь, больше не занимайтесь ерундой. Даже это можно было бы сделать, для того, чтобы хоть одну жизнь сохранить. Спасибо. Руководитель информационного центра «Объектив». У меня короткий, но на самом деле очень интересующийся вопрос. То есть этим вопросом интересуются многие мои коллеги в нашей республике, и, думаю, в Ингушетии тоже. Ваше отношение к независимым СМИ в республике и в целом в стране? Ну, говорят, что есть, и я им многие знаю. Я думаю, что нет такого понятия, как независимые СМИ. Ну, знаете так, если в шутку сказать, кто сегодня независим от кого-то, да? Конечно, что все кто-то от кого-то зависит. Если не от власти, то еще от кого-то, да, вопрос. Но я вопрос понимаю правильно. Мое отношение адекватное к любому СМИ, к любому средствам массовой информации. Почему? Потому что главное для меня, чтобы не нарушались законы. Если в средствах массовой информации, даже если оно супер независимое, разжигаете национальную рознь, ксенофобия, экстремизм, то есть из-за публикации есть вероятность, что два человека между собой подерутся, то это не СМИ, это провокаторы. А в остальном, конечно, критика, все, я воспринимаю правильно. Я думаю, что у нас в республике разные есть там и журналы, и газеты, и что только не пишут. Иногда я читаю про себя, такие вещи пишут, пускай пишут. На то и демократия, чтобы они все писали. Городская газета «Вести Малгобека», Картоев Ахмед. Если можно, конечно, два вопроса. Первый вопрос, интересующий всех, наверное, малгобекчан, так как город нефтяной, нефтяников. Каковы перспективы развития после вхождения в НК «Роснефть», нашего, так сказать, нефтедобывающего предприятия? До сих пор оно было градообразующим, бюджетообразующим, сейчас что-то оно давненько уже хромает, да? И второй вопрос, Юнусбек Баматгиревич, дороги, в конце концов. По Аушевским дорогам ездим до Малгобека, обратно, не говоря уже про КБР и так далее. Скажу так, по градообразующему предприятию. Вот «Голос Малгобека», да, газета? «Вести Малгобека». Все поверили, что это градообразующее предприятие. А когда оно было градообразующим предприятием, вспомните? В советские времена. Понятно, в советские времена, да. Скажу так, что сегодня оно является градообразующим. Почему? Потому что в этом году Роснефть перечислила в бюджет республики налогов 470 миллионов рублей. Вот это градообразующее. В прошлом году 37 миллионов рублей Роснефти. А в 2009 году мы дали туда 67 миллионов. Вот анекдот, да? Вы можете представить, что руководство Российской Федерации дает деньги «Газпрому», «Лукойлу», «Роснефти», чтобы они
чтобы их поддерживать. Вы можете вот вообще в априори это себе представить? Поэтому было это решение принято. Я считаю, что оно правильное, это решение. Это раз. Второе, в ближайшее время там уже принято будет. И помимо этого, я должен вам сказать, там было 1,5 миллиарда долг. Он и сейчас есть. И мы добились того, что нам будет потихоньку долг списывать. Уже Роснефть этим занимается. Третье, все скважины, которые работали и работают в республике, они все сведены на нет. Вообще полностью они вообще не должны были бы, по идее, работать. То есть мы портим недра, мы создаем сейсмическую угрозу из-за своего вот такого жадного отношения. Наша задача там была какая? Побольше выкачать, побольше продать. И побольше себе в карман положить. И потом прийти и сказать, у работника не хватает зарплаты. Вот целый головняк, целая проблема была. Сегодня Роснефть более 7 миллиардов рублей на ближайшие 5 лет выделяет только на геолого-разведочные работы. Такую же сумму, или то и более, выделяет на обслуживание этих скважин, консервацию и все остальное. То есть там государственный подход. Следующее, ежегодно поступление в бюджет вот таких средств, а то и больше, бюджет Республики Ингушетия. Следующее, социальные вопросы. Вы знаете, что мы сейчас подписали соглашение, и буквально в ближайшее время начинается строительство детского сада в Сунжинском районе. В Рабалаке один объект, 2 объекта в Малгобеке, 1 объект в Назрани. Это более чем на 1 миллиард рублей. Роснефть оказывает социальную услугу. Плюс мы в этом году, до конца года достроим 5 современных заправочных станций. Вы видели, да, заправки, которые... И плюс мы сперва думали строить, но решили, что в республике слишком много заправок. И теперь мы перекупаем у тех, у кого есть заправки. Это, во-первых, дешевле будет обходиться им. Ну и, во-вторых, нам удобнее так. Уже брендовые места, уже там раскручены. И более 20 заправок в следующем году выкупят. И они будут превращены вот так же, как бренд Роснефти. Тюнинг там будет сделан, оформленный. И вот представьте, насколько инфраструктурно преобразится республика. А каждая заправка – это 18 рабочих мест. Вот и считайте, сколько новых рабочих мест в том числе будет. Сегодня у нас обозначенные заправки 1 человек. Оператор. Что мы сейчас работаем, выявляем, мы же говорим, что безработица большая. А на самом деле 50% у нас те, кто считает, они работают. Это мы так раскручиваем себе это дело. И мы сегодня то, что мы снижение безработицы, в том числе за счет создания рабочих мест, но и за счет выявления тех, которые работают. Вот такие задачи у Роснефти. Ну и в дальнейшем перспективе, там, где у нас сейчас нефтеперерабатывающий завод, который бездействует, понятно, что у нас не будет нефтеперерабатывающего завода. Почему? Потому что у нас нет таких объемов и не будет в ближайшей перспективе. Задача Роснефти выйти хотя бы на 150 тысяч тонн в год. Хотя бы. Вы знаете, что Роснефть, благодаря Роснефти, мы сделали нефтяной полк. Это тоже рабочие места, это более 800 человек. Ну и, конечно, вот на том заводе мы планируем в ближайшее время, опять же, это Роснефть будет делать, оборудовать его в цеха для сборки комплектующих материалов для НК Роснефти, для ее предприятий. Опять же, там будут рабочие места на этом направлении, более 300 рабочих мест, только на этом заводе. Не говоря же про все другие там вещи, которые будут происходить по Роснефти. Ну, по дорогам. Вы знаете, что мы каждый год вкладывали в дороги, только дураков не будем вспоминать, да? В дороги вкладывали где-то 60-80 миллионов с бюджета республики. В этом году принято решение о дорожном фонде. На следующий год мы вкладываем 573 миллиона рублей на дороги. Я вот в ближайшее время заслушаю, и к 20-летию республики я буду определять, куда мы эти деньги заложим на дороги. То есть у нас есть сейчас 3 ключевых проблемных провальных вопроса. Это мост между Сурхахами и Алхастами, который сейчас частично сделали, там объездную дорогу надо сделать. Это мост Викажева, который мы обязательно сделаем, там тоже проблемы есть. То есть мы выбираем вот эти ключевые вопросы,
оставим где-то 100 миллионов на резерв к концу года, чтобы хватило текущие вопросы решать. Остальное будем запускать. Это раз. Вопрос дороги Малгобек-Курб-Нальчик. Мы, главы субъектов, обратились. Надеемся, что все-таки мы его перейдем в федеральную часть, эту дорогу. Ну и дальше будем развивать. А так будем там такие промежуточные ремонты делать, не более того. По новой ложить там не будем. Но наличие вот этого фонда, более там 500 миллионов, позволит уже более качественно, это будет ежегодно уже содержать дороги. То есть мы сумеем их содержать нормально. Про федеральную трассу я вам сказал, что в следующем году мы делаем 10 километров федеральной трассы. До конца 2013 года полностью федеральная трасса по всем проектам, которые у нас сейчас стоят в планах, должна быть в категории А1, то есть двусторонняя. Планируется ли в республике создать летние спортивные лагеря для учащихся в старших классах в школах, где будут заниматься спортом и проходить подготовку, военную подготовку? Мне, как отслужившему в армии, кажется, что это было бы лучше и легче проходить военную службу. А где в армии отслужил? В городе Пскове. Псков, Скобари. Понятно. Где? В дивизии? Войсковая часть 67-18. Не раскроет тайна, молодец. Хорошо, спасибо. Мы сейчас по линии Роснефти, один из объектов, который строится, молодежный досуговый центр. Вот на этот объект мы будем затягивать в том числе и патриотическое воспитание, и сборы молодежи, которая уходит в армию, то есть как бы военно-патриотическое воспитание. Есть мнение создать движение из молодежных организаций, не только те, которые, я как говорю, интеллектуальная часть. А у нас есть еще такая национальность, да, заводская молодежь в республике, есть такая национальность. Или ТЭП, или РОД, там есть такие ребята, заводская молодежь. Она исторически, в советское время шухры наводили еще в те времена, в Назране. Поэтому, конечно, надо считаться с дворовой молодежью, надо с ними общаться, надо с ними... Вот мы вот эти движения сделаем, а дальше посмотрим, что может сделать. Не обязательно создавать для них отдельный лагерь. Если мы говорим там лагерь Эрзи, который в Джерахе, или лагерь в Мужичах, то есть мы можем выбирать время, когда они там будут и отдыхать, и заниматься, или какие-то такие вещи делать. Отдельных, конечно, направлений мы не сможем сделать. Спасибо. Я, наверное, озвучу вопрос, который интересует очень многих и здесь, и вообще всех наших телезрителей. Ходят слухи о том, что вас забирает Москва, вы идете на повышение. То есть уходите с поста главы республики. Спасибо. Подтвердите или опровергните? Спасибо. Если на повышение, подтверждаю. Если на понижение, опровергаю. То есть, если я на повышение иду, что же я буду отказываться? Ну, скажу так, если серьезно ответить на этот вопрос, за время президентства Руслана Султановича Айвушева он, наверное, 100 раз уже уходил. Также, наверное, уходил Мурат Магомедович Зязиков. Такая же картина по мне. Как там мне сказал возле Дома культуры в Назране. Я вышел из Дома культуры, провел, там какое-то мероприятие провел. И такой пожилой, старшего поколения человек мне говорит, вот, говорят, что ты уходишь. Я говорю, нет, не ухожу. А куда? Он говорит, ты с должности уходишь. Нет, не ухожу. И он говорит мне, надо сказать, что не... Я говорю, хорошо, сегодня скажу, завтра скажу, что я наркоман. Всем я должен говорить, что я не наркоман. Завтра скажу, что я пьяница. Всем я должен сказать, что я не пьяница. Вы знаете, это же человеческая молва, слухи. Скажу вам одно, честно, искренне скажу. Как только наступит время, мне скажут, пора, я напишу заявление. Если мне дадут возможность выступить по телевизору, скажу те слова, которые надо сказать, пойду домой, помолюсь, скажу слава Аллаху. Это не от того, что я не хочу работать, а от того, что я сниму с себя этот груз. И совершенно не думаю о том, что кто-то после меня хуже будет работать. Нет. Нет такого главы республики, который не болел бы душой за свою республику, не старался бы делать лучше. Это мы просто выдумываем сказки. Поэтому нет сегодня темы, по крайней мере, мне никто не знает. Кто вам информацию дал, скажите мне, пожалуйста. Я просто хотя бы по должности разберусь, куда меня хотят назначить. Спасибо.
Как вы относитесь к тому, чтобы изменить кадровую политику и дать ведущие места более молодым управленцам? Для меня непонятно, когда человек, получивший пенсию, ушедший на пенсию, у нас тоже эта традиция, да, вот заложена, вот он чуть ли не должен умереть на этой должности, это почетно. Так не должно быть. Я с первого дня, вы знаете, озвучил, и очень многих пенсионеров уволил. И сегодня многие держатся, чиновники их прячут. Я за то, чтобы человек, который получает пенсию, который уходит, его заслуженно проводить, почетно проводить, дать ему ручку, бумагу, пускай он пишет мемуары дома. Я за это. Чтобы не обязательно ждать кого-то со стороны. И каждый должен под себя готовить смену. В хорошем смысле слова, чтобы преемственность была. А сегодня я тоже говорю всем руководителям. Если ты завуч школы, то ты работай как директор школы. Так, чтобы завтра не было ни у кого сомнений, кого же ставить на эту должность, когда директор уйдет на пенсию. Сложно сломать эту схему, я серьезно говорю, сложно сломать. Не говоря там огромное количество засланцев, которые приходят, просят оставить человека, что без него эта школа или этот садик, это все провалится. Но само сознание людей, которые уже в возрасте, и мне же тоже не хочется возраст обижать. В моем понимании они должны уйти на покой. Или же, если эта должность такая, если это специалисты такие, которые супер, да, они должны занять почетное место не директора. Директор должен быть молодой там, или перспективный, который должен расти. А они должны занять место там, специалиста или там, преподавателя, если это школа. И пускай преподает свой урок, ходит, но уже не директором школы. Или методистом, но уже не директором садика, к примеру. Все, кто получает пенсию, должны отдыхать или уже работать на другой работе, а остальные, молодежь, конечно, должна это все подменять. Я за эту перспективу и, опять же, вот эти молодежные организации, которые у нас есть, в том числе я и Хаутиеву Руслан задачу ставил, изучить, промониторить ситуацию с работой молодежи в республике. И в том же по пенсионерам, по всем. Первый вопрос касается ситуации в селе Низязьковюрт. Как мы знаем, это одно из самых молодых сел нашей республики, но, к сожалению, там остается до сих пор открытой проблема со школой, проблема с отсутствием детского садика, амбулаторий, ни одной асфальтированной дороги, но и отвратительное качество питьевой воды, конечно, к сожалению. Второй вопрос – это продолжение темы, которую мы обсуждали, она касается экстремизма, терроризма и всего остального. Будет ли как-то решаться этот вопрос, будет ли какой-то ответ, какое-то обращение, может быть очень правильный, цивилизованный в рамках закона митинг, который выразил бы протест против всех этих мероприятий, которые проходят в Москве. Спасибо. Начну с первого. По Низязьковюрту вы знаете, что мы поставили жесткую задачу. Там уже возбуждено уголовное дело по этой школе. Школа, понятно, что построена не по требованиям, а по хотению тех, кто ее строил. И там есть явная коррупционная схема и хищение средств. Будем ждать результатов, как там это все произойдет. По крайней мере, вот те коррекционные совещания, которые мы там провели, и последующие, где будет отчет, уже ставит под сомнение некоторых должностных лиц, и они уже будут знать, что они будут уволены с должностей. Поэтому уже хотя бы не за совесть, а за страх они будут работать. Здесь я как бы гарантирую. Вопрос в другом, что по воде мы и в прошлом году максимально решали, и в этом году сейчас закладываем средства, и будем уже в этом году, ряд проектов уже готовы, будем решать. Но это динамично надо решать, не сразу мы решим вопрос воды, там большие средства нужны. Там есть ФОК, который тоже проблема. И когда объекты строятся, вопрос даже не в том, чтобы построить, а в том, чтобы содержать. Жители как-то полностью уходят от темы этого объекта. Жители как-то считают, сперва просят, потом поставишь, они даже не проявляют инициативу, чтобы содержать этот объект, готовить там, или беречь этот объект. Почему-то все считают, что это не их дело, и не для них, не для их детей. Тоже тема есть большая. Это и по ФОКу, Викажево, там, где мы их построили. По ФОКу, том же Инарках, когда мы смотрели. Но полное отсутствие инициативы со стороны самих депутатов, самих жителей. Здесь тоже есть просьба вам тоже поактивнее подключаться к этим вещам. По второму вопросу. Знаете, мы же говорим, да, ну, если там в Москве кто-то там схватил плакаты, побежал и сказал «Россия для русских». Ну, хорошо. Значит, там написали «Россия без ингушей». Да, они...
Ну, слушайте, ну давайте мы тоже так же сделаем. Давайте мы тоже так же сделаем, да? Вопрос в чем стоит? Вот я сегодня хорошо прочитал там ассоциацию блогеров, которые сам сказали. Хороший, нормальный ответ, общественное назначение. Не оскорбляющее, там, не унижающее. Нормальное свое видение. Хотя можем было бы там написать какие-то там оскорбительные слова. Да. Нас толкает на то, чтобы мы что-то сделали. Да, я понимаю, что сегодня есть слишком предвзятое отношение, слишком там явное там внимание нашим ребятам, девчатам там в регионах. Я понимаю прекрасно. Но вы же должны понимать, что это не исходит от русского народа. Это провокаторы. И скажу там больше, что в лагере этих провокаторов много появится, когда их высветят, и они появляются. Много и лиц кавказской национальности, в том числе, которые получают свои гранды и этим и манипулируют. Ситуация, чтобы поссорить народе, расшатать ситуацию. Поэтому мне кажется, не надо здесь никак реагировать, тем более, что там с плакатами. Ну, сегодня они так сделано, завтра по-другому, завтра, ну что, мы за каждым из них будем бегать с плакатом, что ли? Нет, конечно. Мы свою идеологию будем вести в рамках того, что есть по Конституции, по закону. И потом, я не согласен с тем, когда вы говорите, что там никого не наказывают. Это есть вещи, которые не освещают. Может, не надо было показывать? Он не показывает. Но поверьте, с теми, кто это организовал, проводит мероприятия, с ними тоже проводятся мероприятия, спецслужбы работают. Они не являются террористическими организациями. Террористические организации – это совершенно другая тема. Да, их можно подвести под националистические организации, под какие-то другие организации, но ни в коей мере не террористические организации. Почему? Потому что они не занимаются террористической деятельностью. Это более страшное, более емкое слово. И назвать такие организации террористическими тоже неправильно. Они больше под другую формулировку подходят. Но, тем не менее, давайте будем ждать, пока там среагируют в Москве. Это, во-первых, проблема Москвы, московской власти, как они среагируют, да, но не у нас же это произошло. А у себя давайте не идти на поводу эмоциям и спокойно работать, как мы работали, как и продолжали работать. Радио Ингушетия, Рая Ганукаева. Юнусбек Баматгиреевич, вот в связи с профессиональной деятельностью, да и так жизненной необходимостью, в последнее время в неделю раз, 2 недели раз приходится выезжать за пределы республики. Пусть это Нальчик, Пятигорск. И не могу припомнить случая, чтобы на Черменском посту мы без проблем проехали. Мы неоднократно эти разговоры уже ведем. В том числе, чтобы уже его собак не засовывали в машины там, да? Чтобы и только водители проверяли паспорт. Но, знаете, установка, опять же, всем почему-то кажется, что это власти Северной Осетии вот придумали для себя игрушку, чтобы нас туда не пускать. На самом деле не так. Есть задачи транспортной безопасности, и все, к сожалению, террористы-смертники, которые с Кавказа выезжают в Москву и другие регионы России, они всегда выезжают наземным транспортом. И на автобусах, и на маршрутках, и все остальное. И, конечно, на постах и наши милиционеры, и в Северной Осетии, и там, в Ростове, везде максимально проверяют. В том, что учитывать паспортные данные. А вдруг вы находитесь в базе данных, и вы проскочите. Понятно, что там, если не уголовное дело, то этого сотрудника уволят. Это требование, они выполняют инструкции. Вопрос в другом, насколько вежливо, культурно, и насколько быстро. Это, да, тема. Здесь я не могу, конечно, максимально сделать так, чтобы они вежливо, культурно. Человек же по настроению, покушал, не покушал, там, хотя это нас не касается, мы граждане, он должен к нам относиться культурно, вежливо во всех отношениях. Я буквально позавчера с нашим министром, и сегодня в том числе разговаривал, да, они встречаются, они обсуждают вопросы, в том числе и без досмотрового пропуска наших граждан оттуда сюда. Да, если туда, то да, досмотр, но если обратно, то обратно сюда, да, чтобы без досмотрового пропуска. Ну и упростить тему досмотра уже непосредственно, который там проезжает. Ну, пока надо это все терпеть. Почему? Потому что другого выхода у нас нет. Мы не можем отменить этот пост и не можем отменить этот досмотр. Может быть, последние 2 вопроса? Давайте. Да, последние 2. Нет, кто вообще вопрос не задавал? Нет. Давайте так, кто вообще вопрос не задавал? Это на язык ГТРК Ингушетия. Нет, только не ГТРК Ингушетия. Я с вами чай попью сейчас отдельно. Вот искусство. Да, пожалуйста. Да.
Подожди, на. Так, давайте тогда так. Коротко вопрос, а я коротко отвечу. Ша. Я Адам Гандалоев, блогер. У меня вопрос следующий. Блогер, это такое, знаете, что такое блогер? Это такое страшное, такое... У меня следующий вопрос по поводу курортов в Жирахском районе. Будут ли строиться, и если есть такая информация, когда? Проект постановлений мы попали. В ближайшее время, я думаю, будет постановление правительства. Это первая задача наша. Задача на сегодняшний день максимум попасть в постановление правительства. Ну и процесс дальше пойдет. Я сказал, что в этом году мы заложили на следующий год бюджет 300 миллионов рублей. Независимо, будут федеральные средства, не будут, мы обязательно в следующем году там сделаем хотя бы для нас самих одно направление горнолыжное. Одно направление мы сделаем за счет своих средств. А там дальше это будем развивать. Ну, конечно, я надеюсь, не хочу вперед забегать, я надеюсь, что мы реализуем этот проект. Спасибо. У нас существует фонд инвалидов, вот фонд МЯЛ называется. Как бы руководитель этого фонда сама инвалид, Дзейтова Лейла. Очень они вот тут стараются, работают, вот помогают людям, действительно, реально помогают. Вот вопрос такой, есть какая-то помощь для них? Будет ли помощь для них вот, в этом плане? Слушай, ну это же фонд общественный. Да. Вот я могу туда помощь, в фонд сложить свою зарплату, да? Я бюджетные средства туда не могу вложить. Другой вопрос, если она ко мне обращалась по какому-то вопросу, мы им помогали. Здесь только вопрос, чтобы они гарантированно представили списки и сказали, что вот 10 человек, которые будут работать. А при этом она договаривается с этими 10 человеками, что 10% своей прибыли они будут перечислять в фонд. То есть тоже форма есть такая, как она может быть. Но напрямую в фонд мы не имеем права перечислять. Только помочь им поддержать или развивать малый индивидуальный предприятие для инвалидов именно. Представители, молодые люди, представители северокавказских республик, в частности Ингушетии, информация о том, что они не будут призываться в армию. Как глава республики, что вы можете сказать? И если подтверждаете, то в связи с чем это? Нет, это не подтверждается. Будут призываться, как призывались. То где-то меньше, где-то больше. Но призываться будут. Это утка. На сети произошла массовая драка. Пострадали жители Ингушетии. Виновники будут наказаны. Ну, слушайте, массовая драка, пострадали жители Ингушетии. Ну, как вы понимаете, массовые драки, только Ингушетии жители пострадали, или там тоже кто-то пострадал? Но наши пострадали 6 человек. Ну, я думаю, что и там пострадали, если драка произошла. Я вчера заслушал секретаря Совета Безопасности. Это ссора бытовая, которая была, но опять же не было никакой ссоры. Была авария, ДТП, парень осетин признал, что он виноват. Уже почти договорились, но подъехали некто в форме, которые спровоцировали вот эту конфликтную ситуацию. Сейчас по ним разбираются и наш министр, и министр Северной Осетии. Конечно, будем разбираться. Единственное, я сказал нашим, и секретарь Совета Безопасности сказал, если кто-нибудь посмеет забрать заявление обратно, его показать по телевизору и озвучить. У нас так, сперва бегают, ноют, плачут, а как только потом выявим, хотим посадить или наказать, тут же договариваются, заявление забирать, мы ничего не хотим. А при этом шум поднимают. Вот это да. Ситуация такая, она сложная. Вот здесь с таким подтекстом нарушения самими блюстителями порядка, общественного порядка на месте. Разбираемся. Смотрели ли вы матч между нашей командой «Ангушт» и «Олимпия» с Геленджиком? И как вы оцените первую работу моих коллег, операторов в формате HD? Мне Танкиев звонил по этому поводу. Я специально посмотрел. Но, прошу прощения, не специалист. Я вот все, в моем понимании было так. 8 камер в ряд стоят, и я на них должен посмотреть. В 8-камерном изображении, да? Ну... Не увидел, но поймите, правильно, я не специалист в этом вопросе. Наверное, специалист правильно поймет. Я так понимаю, камеры и со стороны ворот, и с боков, и со всех сторон там показываешь, да? Не одна камера, которая за футболистом бегает, да? Ну, красиво показано, но если бы еще футбол был красиво показан, тогда я понимаю. То есть я уже, когда футбол не показан красиво, а камера красиво показывает, это тоже не особо. Вот комментатор чей там был? А? Комментатора надо менять.
Это, говорю свое мнение. Комментатор должен быть такой, а ему еще если 100 грамм хорошего чая налить, я говорю, в хорошем смысле, он должен заводить публику, крик «гол» там, или как там Николай Озеров, да, великая легенда. К вопросу о сплетнях и критике. Но это уже где-то в середине разговора было, с тех пор я и тянула руку. Вопрос такой. В народе некоторое время назад о вас говорили как о единственном региональном руководителе, который отказывается от больших денег, которые предлагает федеральный центр, оправдывая это тем, что мы не можем их освоить. Может быть, сегодня, чтобы расставить все точки над «и», мы могли бы озвучить эту цифру? Во-первых, я не отказался от денег, конечно, если федеральный центр предложил. Я, знаете, вот как реалист, опять же, еще подхожу. Я против материнского капитала вот в таком виде, который сейчас он идет. Это коррупция, это разложение народа, населения. И материнский капитал всем, кроме матери. Вот в республике примерно так. Вы сейчас знаете, какие большие события происходят сейчас в республике. Потому что сегодня такое ажиотажное, что было. В Москве задержали риэлторов, которые там отмывали $1 миллиард рублей в республике. Это тема, которую мы начали с 2009 года. 2009 года. Огромные проблемы. Я вам скажу, что если бы эти деньги хотя бы 50% пустили бы, те деньги, которые в республику приходили и приходят, на людей, давно бы республика цвела. А эти все деньги уходили в Москву, отмывали квартиры, там, и это все в Ростове, в Краснодаре, в Нальчике. Это все деньги, которые... Дома не пострадали, ничего не пострадало, но просто люди в это играли. Человеку давалось вот 18 миллионов на человека, да? Ему дается 100, 200, 300, 700 тысяч рублей максимум. Он расписывается за все это дело. Остальное там, оставшиеся 17 300 миллионов увозится в Москву, там квартиру себе проходимцы покупают. Конечно, я против таких денег. Почему? Потому что этим обогатятся все, кроме простого человека. И народ начинает портиться. Это вы знаете, да, гуманитарно, что за эти 20 лет происходило. Раньше, когда первые привозили, мне очевидцы это рассказывают, и беженцы, мои родственники были в том числе. Первая гуманитарная помощь, когда приходила, первые дни мужчины где-то стояли в стороне и вообще стеснялись показываться там. Было же такое? Раньше это, это позором было, а сегодня что? Это нормальное явление, схватить папку с сертификатами материнского капитала, бежать и драться, ругаться и добиваться чего-то незаконного. Считаю, что это правильно. Вот здесь неправильно. Второй вопрос по управлению занятости. Если средства выделяют для того, чтобы людям раздать, я за. Когда мне предлагали, я думаю, вот откуда эти слухи, да? Я предполагаю. Мне предлагали 3 варианта. В первом варианте наши проходимцы мне предлагали, они же распускают эти слухи. Мы сейчас там выбиваем там 2 миллиарда рублей, из них нам надо там 600 миллионов отдать туда, 300 это надо туда, и это останется вам. Я их послал в далекое путешествие. Почему? Потому что не хочу я в это связываться. Не хочу. Мне это не надо. Мне это не надо. Вторая тема, если брать по вопросу малого индивидуального предпринимательства. Если в прошлом году человек мне говорит 500 миллионов рублей, а мы не можем освоить даже 150 миллионов или 100 миллионов, взять их и просто попилить и в карман позвонить, тоже не хочу. Почему? Потому что, поверьте, вам-то уж точно не достанется, инвалидам она не достанется. А что нам выгодно? Что нам надо? Поэтому вот такие вопросы. То, что реально, я вам только что сказал, да, 6 миллиардов рублей для оползневой зоны. И я буду жив, я доведу это до конца. И правдами, неправдами, кто бы там ни упирался, бульдозером буду сносить дома тем, кому я дал коттедж. Хотят они, не хотят, митингуют, не митингуют. Я этого сделаю. Мы сейчас сделали, помогли нам, частично в том числе, для всех, кто живет в местах компактного проживания, средства, те, которые мы заказали, кому там пока на год, кому там на такое-то время, кому-то на такое время. И мы будем уговаривать,
Ну и придет время, когда я буду заставлять. Почему? Потому что я не могу позволить, чтобы мы 20 лет встретили, опять же, в местах компактного проживания. Нет нигде уже, нигде такого нет. Ни в Чечне, ни в Осетии, нигде нет такого. А у нас все есть. Почему? Потому что этим все торгуют. А 90% в этих местах компактного проживания люди живут. Те, которые уже незаконно там живут. Совершенно незаконно. Почему я должен стесняться это говорить? Пусть там меня критикуют правозащитники и все, кто остальные. Почему я должен стесняться? Это тоже неправильно. Вот здесь, да. Здесь я от всяких денег отказываюсь, от грязных денег. А если есть реальная тема, что, сумасшедший, что ли, отказаться? Далее, предложите мне с федерального центра там 3 миллиарда рублей на то, чтобы построить там хороший дворец культуры. Я не откажусь, пожалуйста. Да, кстати, вопрос по объектам культуры задавала девушка, я так и не ответил. Мы уже в этом году начали дворец культуры в Магасе, да? На следующий год у нас начинается и здание Национального музея, и драмтеатр. То есть у нас 7 объектов культуры должны начаться в следующем и в 2013 году. Это тоже большой процесс в объектах культуры. Спасибо. Что у нас? Спасибо большое. Если какие-то вопросы будут в письменном виде, пожалуйста, тем более блоги там и все остальное работает. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Блогом не